На календаре 23 марта 2018 год. На улицах Чувашии царит весна. А в концертном зале Чувашского государственного института культуры и искусств стартует фестиваль-конкурс «Кемель-Заза» «Серебряный голос». В 19-й раз Чувашский национальный конгресс организовал этот замечательный конкурс чувашской эстрадной песни, способствующий развитию вокального искусства, обмену профессиональным опытом в области культуры и межнациональных отношений жителей Российской Федерации. В этом году он вошел в марафон «Многонациональная культура народов России» по проекту ЧНК «Национальное достояние народов. Достояние России». Данный проект реализуется с помощью фонда президентских грантов. На фестиваль приехали вокалисты из городов и районов Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Самарской областей, города Санкт-Петербург, Мурманск. Всего было 26 участников сольного пения и 3 ансамбля. Фойе Института культуры и искусства своими песнями украсил фольклорный ансамбль Синьяльского дома культуры. Вышивками и старинными чувашскими костюмами, украшениями удивляли народные мастерицы под руководством председателя Ассамблеи народных мастеров при Чувашском национальном конгрессе Зинаиды Вороновой. 19-й фестиваль «Кемель-Заза» оказался уникальным. Собрались вокалисты с сильным вокалом, интересными аранжировками, очень интересная манера подачи и сценические образы. Жюри и зрители зала были приятно поражены. Напомним, что фестиваль-конкурс «Кемель-Заза» проходит в этом году при поддержке Фонда президентских грантов в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Организатор и автор данного проекта – Чувашский национальный конгресс. В составе жюри были профессиональные вокалисты, видные деятели искусств и культуры. Станислав Кондратьев, профессор, заведующий кафедрой вокального искусства ЧГУ, Светлана Белоус, кандидат педагогических наук, директор Чебоксарского музыкального училища, Антонина Краснова, заслуженная артистка Чувашии, Алина Федорова, певица, президент Союза артистов чувашской эстрады, Виктор Дмитриев, продюсер Чувашской национальной телерадиокомпании, Павел Вязов, директор благотворительного фонда при Чувашском национальном конгрессе. А возглавлял жюри первый вице-президент Чувашского национального конгресса, заслуженный артист Чувашии Валерий Клементьев. Конечно, мое профессиональное ухо, оно срабатывало уже на культуру, общую культуру, на развитие. Выделяла для себя потенциальные голоса, которые вот можно работать, потому что там диапазон достаточно большой был возрастной. Были и юные совсем дарования, и были уже зрелые. Поэтому сказать что-то вот, да, есть очень интересные. Ну,
это, наверное, как конкурс, как всегда же, выделяет самых лучших. Не могут быть все победители. Их немного. Я так думаю, что это нормально, потому что мы на конкурсе не можем петь все одновременно, все хорошо. Хотя это, конечно, наверное, идеальная для нас субстанция была бы. Ну, а так, есть голоса, есть манеры интересные, есть находки, есть направления вот композиторские, вот, приезжают к нам и поют свои песни. Это тоже это новое, это нужное дело, которое должно для развития культуры, вот, как бы, вот, мы его должны это видеть, отмечать. Потому что если не будут писать песни на чувашской, что потом будем петь в дальнейшем? Поэтому я думаю, что члены жюри сейчас сделают определенные выводы. Ну и я думаю, награда найдет своих героев. После подсчета баллов стали известны победители и номинанты конкурса. В номинации «Ансамбле» лауреатом 3-й степени стал ансамбль «Индеш» из Чебоксарского района Чувашия. 2-й степени – ансамбль «Нарспи» из Грачевского района Оренбургской области. Лауреат 1-й степени – «Раскал» из музыкального училища города Чебоксары. Татьяна Шурмина из Пензенской области получила приз зрительской симпатии. Певицей с нежным голосом стала Татьяна Ефремова из Красных Читай Чувашской республики. Дина Агеева из Мурманска получила титул «Певица с оригинальным голосом». На фестивале-конкурсе «Кемель-Заза» «Серебряный голос» отметили и дипломантов. Ими стали Виктория Серафимова из Пензы, Анжелика Ефремова из Республики Татарстан, Ксения Маслова из Тюмени. Жюри конкурса оценила дипломантов 3-й степени исполнения Ольги Суриковой из Самарской области, Тимофеева Евгения из Маргаушского района Чувашии и Людмилы Засыпкиной из Аликовского района Чувашской республики. Вдохновила зрителей своим оригинальным выступлением Наталья Васильева из Санкт-Петербурга. Строгое жюри посчитало ее исполнение достойным 2-го места в конкурсе. Вера Кожеманова из Татарской республики получила солидное 1-е место. Обладательница гран-при фестиваля «Кемель-Заза» 2018 стала Екатерина Мурайкина, студентка Чувашского государственного педагогического университета, город Чебоксары. Руководители участников конкурса «Кемель-Заза» 2018 и зрители были довольны организацией праздника и высоко оценили работу оргкомитета фестиваля. Бывает так, что советуемся друг с другом, встречаем конкурсантов, работаем слаженно, понимая друг друга. Вообще молодцы, очень активно, все хорошо понимают почти с первого раза. И им, наверное, относительно легко, и нам очень нравится с ними работать. Им удачи, а нам, наверное, хорошей слаженной работы. Мы желаем всем участникам и гостям фестиваля новых побед, свершений и ждем их в юбилейном 20-м фестивале. Репортаж подготовлен с места событий Чувашского государственного института культуры и искусств, город Чебоксары, Зоей Яковлевой, Еленой Светлой.